делай, что должно случиться, чем и суждено. Просто старайся. Когда старайся, что-то да получится. Если даже не получится, это тоже бывает, но, по крайней мере, у тебя будет внутреннее ощущение, что ты сделал все, что возможно. Құрметті достар, бүгін бизнесті қорғау және қорғану тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз. Осы тақырыпта бізде әңгімені тереңнен ашуға келген Атамекен кәсіпкерлер палатасының мүшесі, іскермен кәсіпкерлер кеңесінің басшысы Тимур Жакиров мырза. Тимур мырза, жалпы қазір бизнесті қорғау тақырыбында әңгіме қозғайтын боламыз ғой. Сол себепті алдымен еске түсетіні бұл сот жүйесі Қазақстан. Әдетте мен достармен, бизнесмендермен әңгімелескен кезде олар соңғы уақыттары айтатыны сот орындаушылармен қарым-қатынас менің бизнесімнің бір бөлігі болып қалды дейді. Ал кейбіреулер айтады, ең соңында жеңетін сот орындаушы немесе юристтер дейді. Сол себепті қазіргі заң жүйесі, сот жүйесі қаншалықты ашық, адал? Очень интересный вопрос, и, наверное, всех волнует. Во-первых, рад приветствовать всех, что благодарен, что пригласили на такую встречу, очень интересно. По суду, там вижу 3 вопроса, которые на самом деле такие насущные. Первый вопрос – это, наверное, взаимодействие обычных предпринимателей с государством, когда с противоположной стороны государства. Тогда суды, к сожалению, входят практически как нотариус у госоргана. Если госорган говорит, что ты виноват, значит все, ты виноват, и все, по-другому практически не будет решено. Допустим, особенно по налоговым всевозможным спорам. Такая практика, к сожалению, такая не очень хорошо сложилась. Но следует отметить, что государство эту проблему видит. И на текущий момент, в том числе благодаря Национальной палате предпринимателей Атамекен, благодаря бизнесу, который постоянно говорит об этих проблемах, сейчас практика на самом деле меняется, в том числе политики Верховного суда, которые сейчас проводятся. Не скажу, что все хорошо, но постепенно двигается. Допустим, в прошлом году мало кто знает, что вводится в действие процессуальный административный кодекс. Что это такое? Это вообще новый механизм, который будет регулировать взаимодействие именно по судебной системе, когда с одной стороны является госорган. Вводится такое понятие, как административная юстиция. При каждых судах будет отдельные коллегии формироваться, которые будут курировать именно вопрос взаимодействия с государством. То есть я полагаю, что цели выстроены благие, и надеюсь, что в этом вопросе какие-то будут существенные подвижки. Кстати, вот в ближайшее время начинается выбор судей. Поэтому все люди, которые имеют юридическое образование, которые хотели бы как-то повлиять на эту ситуацию, наверное, хороший шанс принять участие в этом конкурсе на занятие позиции в данном суде, именно в качестве судьи. Мне кажется, это большая такая возможность для того, чтобы изменить вот эту ситуацию, которая сейчас складывается именно с госорганами. Следующий вопрос – это проблема такая, да, когда предприниматели и, с другой стороны, тоже предприниматели. Это тоже проблема на самом деле. Бывают всевозможные столкновения. Тут, конечно, судьи уже более, скажем так, свободны в своих маневрах и принимают зачастую более такие правильные решения, да? Насколько возможно это. При этом тоже бывают всевозможные непонятные ситуации, когда принимаются, могут восприняться как несправедливые решения. Да, по каким-то непонятным обстоятельствам. Коррупцию тоже никто не отменял в этой сфере. Это, к сожалению, плохо, но что с этим делать, я полагаю, что тоже. Если все-таки есть большие вопросы к Верховному суду, когда декларируются одни ценности, и по факту на практике реализуются несколько другие ценности. Я понимаю, что там тоже непростые обстоятельства при принятии решений. В целом система какая-то определенно сформировалась, причем еще практически с советских времен, да, она в той или иной степени происходила, да, вот эта вся судебная система, которая сейчас сформирована. Но я очень надеюсь, что все те декларации, которые Верховный судья говорит, что они будут все-таки реализованы на практике. Пока это не всегда так. Да, какие-то подвижки идут, но есть как бы вопросы. Снова же, все зависит от бизнеса. Если бизнес будет более активен, более четко показывать, придавать огласки те или иные судебные процессы, я полагаю, в целом судьи уже не смогут так вот оголтело принимать те или иные решения.
вот, которые будут однозначно изначально восприниматься как изначально несправедливыми и неправильными. Конечно же, большая роль тут у Верховного суда, как он выстроит всю эту работу. Потому что даже плохие законы могут быть исправлены правильным судейским корпусом, правильным судом. Независимо какой закон. Конечно, это очень важно, имеет существенное значение. Но судья изначально должен принимать справедливые решения, правильные решения. И в связи с этим, если будет депутатский корпус сформирован несколько по другим признакам, не как сейчас, да, формальные какие-то признаки и так далее, а по принципу доверия, справедливости, компетенции, порядочности, да, само собой, тогда, конечно же, вся система, она однозначно повлияет на всю ситуацию во всем Казахстане. Вся та несправедливость, которая у нас существует, если бы люди были бы уверены, что, пойдя в суд, они могут ее исправить, это было бы глобальное изменение всей ситуации в Казахстане. Поэтому я лично считаю, что судебная система – это наиважнейший, наверное, вопрос, который однозначно необходимо решить для того, чтобы внутренние инвестиции были, развитие предпринимательства, внешние инвестиции. С таким, скажем, как вам сказать, судейским корпусом, который зависим от государства напрямую, это практически невозможно сделать. Следующий момент – это уже порядочность юристов как таковых. Это тоже момент. Не все юристы порядочные. Я зачастую слышу, а вот тот юрист мне обещал 100% решить вопрос. Дело в том, что есть своего рода, ну как вам сказать, этика юриста. Да? Юрист, как вам сказать, правильный юрист не имеет права говорить, я 100% вам гарантирую то или иное решение. Потому что все нюансы невозможно изначально выявить до начала судебного процесса. Судебный процесс состязания. Там может выявиться какие-то моменты, которые до этого просто фактически неизвестны. Поэтому однозначно какие-то обещания давать нельзя. Но тут снова же зависит от юридической грамотности еще и самих предпринимателей, людей, да, которые обращаются к юристам. Если вы идете к юристу, и он вам начинает такие вещи говорить, значит, изначально нужно уже засомневаться. А что это за юрист? Как он подходит к своей работе и насколько он профессионален? Поэтому я полагаю, что снова же, я всегда смотрю на вещи так, что очень много зависит от нас, как мы подходим к работе, и к юристам, и к судебной системе. В общем, если мы все правильно выстроим свое отношение к происходящему, будем стараться как-то влиять на эту ситуацию, то постепенно ситуация будет улучшаться, и все будет приходить к тому, как оно должно быть на самом деле. Түсінікті. Жаңа өзің айтқандай реформалар болып жатыр, жақсы реформалар, жаңағы біздің сот жүйесін алға бастыратындай, өзгеріс енгізетіндей. Ал осындай реформаларды енгізген кезде жалпы бизнесмендердің олар көзқарасын қаншалықты санасады көзқарасымен? Очень хороший вопрос. Снова же, можно, конечно, бесконечно посыпать голову пеплом, что у нас все плохо, катастрофа. Есть много моментов сложных и проблемных. Но при этом, что совсем все плохо, это не так. Сейчас государство действительно становится слышащим. Отмечу тут, что многие институты работают, социальные сети отслеживаются, да, обращения в СМИ отслеживаются. Если человек достаточно активную позицию занимает и твердую позицию, практически 100%, что его услышат. Но тут есть момент. Услышат и послушают. Это все-таки две разные вещи. Государство слышащее, но не всегда слушающее. Слышать-то тебя услышит, но правильно ли оно среагирует на то, что происходит, это не всегда так. Допустим, один из примеров. Вот сейчас мы с коллегами очень против выступаем в нескольких вопросов. Там, в том числе утилизационный сбор на кабель, на сельхозтехнику, который даже в России сбор на кабель отменили. То есть следующая проблема – это СНТ, допустим. Да? Все наверняка знали, кто с границей занимается, какая глобальная эта проблема стала для бизнеса. Практически бизнес, он стал парализован на текущий момент. Причем бухгалтера закопались в этой работе, никто наверняка не знает, как правильно ту или иную ситуацию решить. Мы с этим вопросом обратились через социальные сети, через СМИ, средства массовой информации, что эта проблема возникла. Да, нас включили в рабочую группу. Да, вот буквально в течение 2-3 дней на меня вышли с Министерства финансов. Сказали, так, давайте вместе работать, какую-то обратную связь давать министерству. Это все было, на самом деле было. Но при этом мы вот уже как месяц, наверное, в рабочей группе пытаемся обосновать свою позицию, но при этом государственные органы продолжают настаивать, что необходимо это делать. Почему мы против этого? Мы не против как такой надлежащему контролю
Но любой контроль должен быть понятный, адекватный и эффективный. Сейчас же, к сожалению, такая ситуация, что бизнес стал как подопытный кролик. Да? То есть на нем экспериментируют, кто-то что-то там придумал, миллионы денег в это все дело потратили. Насколько мне известно, по тендерам там было около миллиарда тенге потратили на реализацию данной системы СНТ. То есть, представьте, миллиард тенге положили, а при этом там бардак страшнейший. Весь бизнес в Казахстане, который занимается именно с границ связан, перемещение товара, это практически, так или иначе, существенная часть бизнесменов Казахстана. Все они столкнулись с этой глобальной проблемой. На мой взгляд, это неправильно. Это какой ущерб понесен государством. Почему бизнес должен нести такой ущерб? Почему нет ответственности государственных органов за то, что они так экспериментируют? На мой взгляд, государству необходимо взять некую паузу вообще во всех этих экспериментах. Да, нужно развиваться. Но ты 100 раз попробуй сначала, подумай, прежде чем внедрять что-то, а потом уже это реализовывай. Неправильно, что подход. Я что-то придумал для галочки, мне нужно, в 2021 год начался, нужно быстро-быстро что-то усовершенствовать. Не нужно быстро усовершенствовать, нужно правильно усовершенствовать, а потом уже что-то делать. А тут реформы ради реформ. Просто кто-то хотел лишние себе звездочки получить, что он такой суперумный государственный менеджер и что-то там решил. Не решил, создал миллион проблем, огромное количество людей, огромные убытки люди понесли, огромные нервы люди теряют. И никто, главное, за это несет ответственности. Но снова же, предприниматели должны активнее быть, говорить о своих вопросах, ситуациях. Но и государству тоже пора меняться. Если мы хотим развиваться, нам нужно меняться. Жақсы, жаңа өзің айтып отырсың, белсенді болу керек бизнесмендер алдымен, бағанағы өзің айтқандай сот жүйесіндегі реформалар болсын, заңдағы өзгерістер болсын, немесе бизнесмендердің жан айқайын жеткізу жөнінде алдымен еске түсетіні Атамекен кәсіпкерлер одағы. Бірақ біз білеміз, Атамекен кәсіпкерлер одағына барлық бизнесмендер взнос төлейді. Осы уақытқа дейін талай рет естідік, Атамекеннің жұмыс істеу тиімділігі жоғары емес. Ал бірақ сенімен жеке талай жұмыстардың басқасында болдық, көп проблемаларды шештік. Ал өзің де жеке Атамекен арқылы жұмыс істеу не үшін нәтижелі болып жатыр, себебі неде? Снова же, от обратного идти. Во многих странах ничего подобного нет, как Атамекен. Ругать легче всего. Дело в том, что есть за что ругать на самом деле. Но при этом тоже нужно и положительные моменты отслеживать. Во-первых, Атамекен – это не один человек и не два человека. Это большая организация. И там многие ребята, которых я лично знаю, они настоящие патриоты и действительно стараются делать все, что от них зависит. Но далеко не все от них зависит, и не все люди там такие суперэффективные. К сожалению, в целом, как аппарат Атамекена превращается в некий государственный орган. Да, он эффективнее, да, он более слышащий, он более мобильный, но некие элементы госоргана там появляются, элементы чиновников там тоже появляются. Откуда там некоторые люди появляются, для меня до сих пор не очень понятно. Кто их назначил, откуда они взялись все. Не всегда понятно. При этом многие из них, не то чтобы многие, какая-то определенная часть, это действительно классные менеджеры, большие специалисты, и причем настоящие патриоты, которых я очень сильно уважаю, которые очень сильно помогают на самом деле в работе. Но не все, далеко не все. В целом, как орган, Атамекен не всегда максимально использует те возможности, которые у него есть. Если бы Атамекен снова уже, как говорится, быть и не казаться, да? Если бы все те возможности, которые у него законом предусмотрены, тот огромный мандат, который им предоставлен, использовался бы, в правильном русле, в моем понимании, как минимум, да? Снова же, совершенно другая могла быть картина. Не всегда меня лично устраивает, когда Атамекен говорит, бизнес-сообщество согласно с такими-то политическими реформами. Не политическими, государственными преобразованиями, да, в экономике, там еще в чем-то. Но это не так. Это зачастую не так. Там тоже бывают всякие моменты, далеко для меня не всегда понятные. Почему именно так решили, почему это решили. Но еще раз отмечу, то, что у нас такая площадка есть, это, наверное, больше плюсов, чем минусов. В целом, когда ты нацелен на работу, можно и с ними выстроить правильные профессиональные рабочие отношения. Как и всегда, как и везде,
не надо создавать себе лишних врагов, да? Надо со всеми пытаться уметь сотрудничать и разговаривать. Далеко не глупые люди, как в госорганах, так и в Атамекене. То есть и с ними можно выстроить правильные рабочие отношения. Но это все труд, это все работа, чтобы, изначально, правильные цели нужно выстраивать и правильно формулировать эти вопросы. Потому что часто, к сожалению, мы все люди, да? Один человек привык так говорить, другой по-другому это воспринимает. И это нормально. И не всегда наши люди, умеют находить точки соприкосновения. Я же пытаюсь как-то выстроить именно диалог всегда, когда есть какие-то задачи, которые нужно достигнуть, цели какие-то определенные, есть возможности, государственные органы, Атамекен тот же самый, и выстроить всю эту работу так, чтобы в итоге все сложилось так, как оно должно быть. Вот. В этом, наверное, моя работа и заключается зачастую. Сонда соңғы уақыттары қазір бизнесмендердің арасында көп жүрген бір сұрақ бар. Ол барлық бизнесмендердің өздерінің жеке шотымен бағанағы Каспий шот болсын, Каспий голд болсын, осындай жүйелер арқылы өздеріне төлем қабылдайтын кездері көп болады. Ал осындай жағдайда Атамекен қандай жұмыстарын істеп жатыр, жалпы билік қаншалықты кедергілер жасап жатыр, жалпы қандай болу керек, өзінің бизнес эксперті ретінде қандай ойың бар? Тоже вообще очень интересная беседа, не стоит это повторять. По этим моментам, да, по платежам, тут у меня, честно говоря, какое-то замешательство в этом плане. Почему? Дело в том, что уже глава государства сказал, что не надо этот вопрос трогать. Почему так руки чешутся залезть во все сферы жизни человека? Вот, проблем и так хватает, работы и так хватает. Зачем лезть в то, что хорошо работает? Я Каспий банк, скажу честно, не очень люблю, да? Но при этом именно в этой сфере они огромный рывок сделали, огромную работу выполнили с точки зрения перевода налоговых операций в безналовые операции. Это действительно огромная работа. Практически все мы с этим вопросом уже научились работать, и мы не смотрим на это как что-то нереальное. 5 лет назад ничего подобного не было. 3 года назад мы только вообще были далеки от всего этого дела. Сейчас это как норма считается. Это же огромное преимущество, огромную работу сделали люди. Ребята реально талантливые. Сумели это сделать, всю страну перевести. А сейчас государство, видимо, какие-то проблемы с бюджетом, я так понимаю, что там, видимо, совсем все печально. И вот хотят пополнить бюджет откуда только могут. Откуда могут? Там, сколько там, большие суммы, да, проходят через Каспий. Естественно, хочется бюджету деньги оттуда получить. Как это мимо него такие деньги проходят, да? Интересно же им там пощупать все это дело. Да, но снова же, давайте откатимся от логики. Я всегда считаю, что должно быть просто все эффективно и разумно. Никто не против платить налоги, да? Но давайте поймем, есть эффективность, да? Обычная разумная эффективность. В части чего? И государство тоже относится. Есть какая-то работа, которую эффективно делать, а есть работа, которая администрирование этой работы просто неэффективно. Откатимся еще назад. Для чего вообще в целом развивает государство? Глава государства говорила, что нужно развивать малый и средний бизнес. Это то, чтобы уйти от безработицы, чтобы люди могли зарабатывать, да, чтобы не получали пособия. В части того, что им не было необходимости получать пособия. Чтобы люди могли работать, зарабатывать себе на жизнь. Это, мне кажется, нормально. Это благо для общества, да, что он не идет по пособиям и так далее. Это хорошо, когда человек работает, да, причем проявлять какую-то свою инициативу для работы. Это же здорово. Теперь, кто в Каспий переводит деньги? Я не думаю, что это какие-то там миллионеры там деньги там переводят, да, друг другу, там, либо, не знаю, коррупционеры какие-то переводят деньги, да, или, там, не знаю, огромный там, крупный бизнес там что-то там, в кавычках, замутил, да. Это все малыши, микроши всевозможные, да. Это таксисты, там, не знаю, кто-то там, девушка какая-то, не знаю, делает торты и через Инстаграм продает. Получила по Каспий там какие-то свои, там, не знаю, сколько-то тысяч тенге. Заработала себе.
Я не думаю, что на тортах там столько они заработают, что прям туда налоговая должна прийти к ним с проверкой, там всех наказать, оштрафовать и так далее. Зачем? Человек работает, получает зарплату. Я не думаю, что там на тортах вот, ну, через Инстаграм прям такие колоссальные суммы заработал. Человек заработал, ну и хорошо, что он заработал. На мой взгляд, необходимо четко определиться эффективность. То есть какая-то некая точка отсечения должна быть микробизнеса. Когда микробизнес, просто то, что он работает, это уже здорово. Это уже благо для общества, для государства, что он не просит ничего. Это благосостояние их увеличивается, безработица меньше становится. Онлайн-платежи этому способствуют. И не нужно туда просто лезть. Не нужно считать всех людей изначально врагами. Не нужно считать, это какой-то советский еще принцип был, предприниматель – это плохой человек. Это человек, который работает, прежде всего. Это человек труда. Это хорошо, что он это делает. Таксист какой-то, еще кто-то там. Это хорошо и благо. Наоборот, это нужно поощрять. То есть должна быть некая точка отсечения. При этом я понимаю, что они должны участвовать в оплате налогов там, каких-то и так далее. Но это должно быть что-то... Налоги платят зачастую не от того, что не хотят уклониться. Ну, микроши. Мне кажется, они больше не платят, потому что, чтобы налог заплатить, это целый труд. Сейчас это СНТ, СФ, там прочее, ерунда всякая налоговая, да? Это все пугает людей, да? Им просто страшно в это все влазить. Кассовые аппараты и так далее. Кассовые аппараты и так далее. Зачем все это, да? Необходимо упростить им, чтобы у них был какой-то простой примитивный налог, да? Типа единый совокупный платеж. Вот, идея же возникла вот недавно, да? Там сколько-то, какую-то сумму некую платят. Может быть, даже она будет чуть-чуть больше, да, может быть, да. Но что просто человек платит эту сумму, и все, и государство к нему не имеет претензий, его не ищет, там, не знаю. Ну, какая-то должна быть точка отсечения. Да, вот ты до какого-то момента работаешь сам на себя, здорово, все, молодец. А когда ты уже становишься уже более средним бизнесом, тогда да, извините, тогда у тебя есть возможности организовывать, и все должны платить налоги. Тогда это уже другой разговор. Но это нужно изначально. И в других странах, допустим, в Турции примерно такой подход, насколько я знаю. Вот. И если, допустим, вот такие лучшие практики в мире их применять, тогда, я думаю, намного все было бы эффективнее. Но это снова же, это принцип изначально поменять. Принцип первоначально какой? Понять, что благо. Благо, когда люди работают. Да? Благо – это когда не тратятся лишние государственные деньги, очередной миллиард на какую-то непонятную систему по контролю всего этого дела. Сколько налоговиков ищут вот этих всех уклонистов типа в микрошах, в микробизнесе. Зачем это? Не надо этого делать. Должна быть какая-то кучка умных чиновников, налоговиков, которые прям эксперты, которые получают очень хорошую зарплату, но которые ориентированы на таких вот крупный бизнес, да? Вот. Какая-то группа людей, которые ориентированы на средний бизнес. А микроши, ну там, кстати, плюс-минус какой-то есть. Мы примерно знаем, сколько зарабатывает магазин у дома. Ну, это понятно, да, у них маржинальство очень низкое. Такси, сколько он зарабатывает, да? Выстроить какой-то справедливый механизм оценки по налогам. И таким образом, мне кажется, мы, во-первых, бы уменьшили бы работу для государства, развязали бы руку для бизнеса. И вот эту ловушку бедности, которая сейчас формируется, да, за счет регуляторики всякой, ОФД, там, СНТ, эти посттерминалы, да, обязательные, кассовые терминалы с функцией онлайн и так далее. Зачем все это для микроша? Это все не нужно, это все лишнее. Вот этот механизм сразу выстроить, и все нормализуется. Просто людям перестаньте мешать, и все. Түсінікті. Қазір үлкенді кішілі немесе орта кіші бизнесмендер үшін төлем жүйесіне салық енгізсе, онда өте көп бизнесмендер зардап шегетін болады. Жалпы тек қана төлем жүйесі емес, өзінің проблемасын, ортақ проблемасын шешу үшін көп бизнесмендер өзінің қаншалықты консолидация жасай алады күштерін. Мен тыңдармандарға түсінікті болу үшін айта кетейін. Алдында бізде де осындай проблема болды. Біз Тимур Жаркенов мырзаға жүгіндік. Біз өзімізге осы саламызға байланысты көп бизнесмендерді жинап алдық та, сосын Тимур Жаркенов мырза бізге көмектесіп, Атамекеннің телевизия арнасында сөз сөйледік. Ең соңында біз кірістер
комитетінің басшысымен жолығып өзіміздің проблемамызды шешіп алдық, иә, мойындатып шешіп алдық. Жалпы қазір бұл енді біздің бір мысалымыз ретінде. Ал қаншама зардап шегіп жатқан бизнесмендер бар, кіші бизнесмендер бар. Жаңа онлайн төлем жүйесіне егер салық енгізетін болса, қаншама мыңдаған бизнесмендер аяғын жоқ болып кетуі мүмкін, иә. Ол үшін өте көп шарт жағдайды олар орындау керек. Осындай зардап шегіп жатқан бизнесмендердің бірге жиналуына қаншалықты мүмкіндік бар, оның қандай инструменттер керек? Сенің өзің кеңесің қалай? Первое, да, я всегда все-таки думаю, государство это просто зеркало, да, некое общество, и мы получаем то государство, которое заслуживаем. Я не говорю, что мы все там прям это однозначно 100% так. Нет, не совсем так. Но многое зависит от нас. Даже больше скажу. От многих факторов зависит, но нужно делать вот то, что от тебя зависит. Вот есть фраза такая: делай, что должно, случиться, чему суждено. Да? И вот просто, чтобы каждый бизнесмен что-то делал, старался, и тогда бы что-то становилось лучше. Один в поле не воин, одному невозможно ничего сделать. А вот когда формируется сообщество единомышленников, да, экономически активных, правильных людей, которые хотят каких-то благих перемен не только для себя, но и для общества в целом, тогда будет что-то улучшаться. При этом я тоже вижу, что микроши, вот микробизнес очень сложно организовать. Со всеми, с кем я работал всегда, это был всегда все-таки малый и средний бизнес. Ну, такой высокоорганизованный, когда получалось совместно с семьями организоваться большими коллективами. Вот. И это на самом деле большая сила становится. Там бывало, что я объединял там сотни предпринимателей по тем или иным вопросам. И мы продвигали, мы были услышаны. Это огромная сила, когда мы даже такими группами формируемся. Но в среде микробизнеса это сложно сделать. Почему? Потому что люди, они с утра до ночи заняты тем, чтобы заработать. Почему? Потому что людям нужно на что-то жить. И у них нет возможности отвлекаться на что-то. Да? Они просто видят задачу текущую. Ему нужно вот конкретно сегодня конкретно заработать там, не знаю, какую-то сумму денег, чтобы у него в семье все в порядке было. Там, чтобы там, ну, работа не остановилась. Да? Таксист, допустим, да? Он должен денег и заработать, и на семью прокормить, и на бензин должен заработать, и там, в случае там, ДТП что-то было, чтобы, если что, он мог подстраховаться, ну и так далее. То есть он постоянно о чем-то думает. И это непросто. Поэтому зачастую микробизнесу очень сложно организоваться. Тут я все-таки думаю, что как мы подошли к этому вопросу. Мы работаем, наверное, с более таким консолидированным бизнесом. Это один бизнес, это ну, ничто, да? Вот это мало. Мы работаем с группами бизнесами. Почему? Потому что работа проще идет, да? Для этого ресурсы те же самые нужны. А когда в складчину, все намного проще. Прям в разы проще. Один человек, допустим, 100 тенге потратил, да? А вдвоем собрать, это, извините, по 50 тенге. 50 тенге – это в 2 раза меньше, а эффективность наша в 3 человека собралась. Это уже в 3 раза уменьшилось расходы. 10 человек собрал, в 10 раз уменьшилось расходы. Это существенное значение влияет на такую работу. 10 человек соберутся, активных экономически, да, правильно организованных. Это глобальное изменение в подходе, на порядок эффективность увеличивается. И ну, просто элементарно это дешевле становится. Вот. А как мы сделали? Мы организовываем такие группы, которые могут такие, ну как сказать, более организованно, да, за счет исторически так сложилось. Просто людям в какой-то степени, может, больше повезло, да, по жизни. Но при этом мы берем на себя некую социальную ответственность. Да, допустим, тот же самый СНТ. СНТ касательно огромного количества бизнесменов, предпринимателей. Но всех этих бизнесменов собрать вместе не получается. Мы для себя поняли, что это нужно делать. Но мы четко понимаем, что мы не сможем собрать людей, чтобы они нам, как сказать, какой-то бюджет сформировали для этого дела и так далее. Мы просто взяли для себя это как общественную нагрузку и просто начали это реализовывать. И я полагаю, что, наверное, есть некая социальная ответственность определенная, да. И это каждый, я не собираюсь кого-то учить, поучать жизни и так далее. Это каждый сам для себя должен решать. Но
Если тебе повезло по жизни, да, ты имеешь какие-то возможности, но нужно помогать. Не всегда деньгами помогать. Нужно именно помогать так вот в организации, что ли, как-то интеллектом больше помогать, одним словом. Вот. И это, мне кажется, нормально. Когда если будет большим людям хорошо, больше будет раз зарабатывать, на самом деле мы все будем от этого лучше, как сказать, жить, да. Вот. Бедность – это всегда… В бедности тяжело людям, да, рассуждать, развиваться и так далее. Чем больше людей будет обеспеченных, тем лучше будет для всего общества. Как бы вот. И есть такое, что есть вопросы, когда просто приходится брать на себя ответственность и просто делать, потому что это кто-то должен делать. Вот, собственно, и все. Өзің қаншама бизнестің басы-қасында жүрсің, қаншама бизнеске көмектесіп жүрсің, олар келген адамдардың барлығына бірдей көмектесе алмайсың ғой. Ал өзің қандай адамдарға, қандай бизнестерге көмектесесің, өзінде қандай фильтрлар бар? Мне в этом плане повезло. У меня есть возможность выбора людей. Есть принцип подхода к выбору кадров, да? Это какие принципы? Это порядочность, это ум, это энергичность. Предприниматели зачастую все энергичные. Со всеми вопросами, порядочностью, с умом тоже в основном тоже все в порядке, а с порядочностью не всегда все гладко. Отсюда, с чем я категорически не приемлю, это псевдопроизводители всевозможных. Это вранье. Я против вранья, особо против того, когда используют государство как щит для покрытия каких-то таких вот бизнес-схем. Это неправильно. Вот. У меня есть возможность выбора. Я стараюсь работать именно с людьми порядочными, да, с теми, с кем мне просто комфортно, с единомышленниками, да. Есть, коммунизм, да, вот все такое прошло как бы, но мне очень нравится понятие товарищ. Да? Вот, для меня оно много значит на самом деле. Я работаю именно с теми людьми, кого я смело могу назвать товарищ, единомышленник, да? Не просто коллега, да? Не просто, не знаю, партнер, либо еще кто-то. Со всеми, с кем я работаю, я могу смело назвать их товарищами, единомышленниками, потому что для меня это лично важно, да, и именно вот так вот. И если, допустим, я верю в это, если именно такие люди изначально порядочные, изначально какие-то благие цели, которые стремятся, мы можем быть очень сильно отличаться в подходах, да. Есть люди там неверующие, да, есть люди верующие и так далее. Но на самом деле в нас больше схожих моментов, чем отличий. Потому что изначально стремятся к чему-то благому, к чему-то хорошему. Да? Еще раз повторюсь, я очень рад, что мне посчастливилось выбирать людей, с кем мне получается работать. Поэтому вот такой фильтр есть. Именно все-таки основной момент – это порядочность. От этого, наверное, мне и помогает это и в работе, потому что все, кто меня знает, я надеюсь, что они так меня воспринимают как человек порядочного, поэтому доверяют тем вещам, которые я продвигаю. За всякое просто взяться за дело, лишь бы взяться, у меня такого нету. И нет потребности, да, и мне это вредит даже, если бы я что-то такое делал. Для меня очень важно, чтобы мне люди доверяли, поэтому изначально я 100 раз подумаю, прежде чем за что-то взяться. Сонда жаңа өзің айтқандай, көбінде группа компаниялардың жиналуы немесе өзінің сөзін жоғары билікке өткізу өте оңай. Олар бірге жиналады, өзін бірге хат жазады, заңгерлермен бірге жұмыс істей алады. Ал және өздерінің бағанағы айтқанда бірнеше фильтрдан өтетін болса, бір кішкене бизнесменді мысал алайық. Олар кімге бару керек? Олар өзінің бағанағы зардабын, өзінің жанайқайын кімге естірте алады? На самом деле, вот в этой части и Atomic, он не всегда может быть эффективным, не всегда у него просто есть возможность что-то сделать так, как надо. Да? То же самое мы небольшая организация, у нас ограниченные ресурсы, просто люди, да, вот есть там 8-часовой рабочий день для моих сотрудников, которые не резиновые, да? Вот, поэтому есть какие-то физические ограничения, но при этом, когда вещи правильные говорятся, когда люди правильные, да, тогда на самом деле все меняется, да. И еще раз повторюсь, такие некоторые вещи, допустим, те же самые вопрос парковок по городу Алматы был, да.
Ну, были сложности определенные, когда парковки запретили, это очень сильно повлияло на малый и средний бизнес. Вот мы в тот момент с сотнями предпринимателей я лично встретился. Я прям физически шел по улице, заходил, ко всем подряд заходил и просто разговаривал. Вот, ну вот, собственно, я вот так и делал. Почему я это делал? Потому что, как сказать, я считал это правильным, да? И в целом меня очень удивлял подход государства, такой жесткий. Причем я очень за то, что перемены произошли. Да, центр города изменился. Но я надеюсь, и окраины будут постепенно так меняться. Мне очень нравится. Огромные преобразования были, и они действительно пошли на благо городу. Да? Но я всегда за золотую середину. Без перегибов, за разумный подход. Всегда должен быть некий диалог. Вот это, к сожалению, не всегда у нас получалось. Но за счет того, что у нас получилось собрать очень большое количество предпринимателей, которые были против того подхода. Но видите как, на самом деле, там вот сотни были предпринимателей. И в итоге у нас получилось, грубо говоря, там, нанять научную экспертизу по транспорту, да, которую выстроили правильно вот эти потоки транспорта, чтобы и велодорожки были, ну и чтобы парковки были. Это все возможно было. Как выяснилось, когда мы копнули туда, это все возможно с точки зрения науки, правильные подходы, концепции вот этой, которую государство проводило, ну, акимат города Алматы проводил в тот момент. Ничего этого не нарушая, нашли компромиссы. И все это, в принципе, когда мы это до ума довели, определенные обстоятельства тоже там изменения были, но в итоге все благополучно закончилось. Сейчас мы видим и красивый город, центр города. Ну, есть моменты там, плюс-минус, но и при этом и велодорожки сохранились, и вот таких вот жестких конфликтов, которые были до этого в части запрета парковок, они тоже сейчас решены. То есть лично я, ну и горд, что я, в том числе была моя доля участия во всем этом деле. Почему? А все в итоге к чему приходит? Когда разумный подход, когда все складчину собираются, мы вместе начинаем работать, тогда все получается. Все в итоге получается, и всегда можно найти выход какой-то. Причем наиболее эффективный. И государственные задачи решить, и бизнесу помочь, и чтобы людям было удобно, и там эстетические какие-то моменты. Все всегда решаемо. Главное просто начать с друг другом беседовать, разговаривать, находить единомышленников, друг другом общаться, друг друга поддерживать. И всегда все одинаково. Если ты на что-то нацелился, на что-то настроился, сумел найти единомышленников, куда шкур, почти всегда все получается. Қазақстанның біздің қоғамымызда өзін негізінен жақсы қорғай алатын бизнесмендерде қандай мінез-құлық, характер болған дұрыс деп ойлайсың? Не благодаря, вопреки, да, наверное, некоторым государственным моментам бизнес строится. Поэтому, как и везде, как и всегда, качество – это твердость характера, четкая нацеленность на результат, эффективность. Почему я очень уважаю любых предпринимателей? Потому что они очень сфокусированы, нацелены. И не на какие-то... Вот у нас госчиновники любят там глобальные проекты, там, что-то изменить весь мир, да. Бизнесмены чуть по-другому рассуждают. Они берут какую-то отрасль и вот на ней конкретно сосредоточены. И это глобальная разница в мировоззрении, в подходе ко всему. Не надо что-то... Ну, нет, может быть и надо, да, но... Все делается поступательно, мелкими шагами из каких-то точечных вопросов. Вот. И поэтому бизнесмены, мне почему и нравится с ними работать, по крайней мере, те, с кем я работаю, очень энергичные, очень умные, очень жесткий и твердый характер, готовы отстаивать свои интересы. Почему? Потому что это их, они сами заработали. Почему они должны из-за какой-то, не знаю, чиновника, да, терять свой бизнес, да, который они годами строили, да, свою кровью и потом. Поэтому мне эти черты характера очень нравятся. И лично считаю, что эти черты характера, ну, всем нужно постепенно развивать. Все люди разные, да, у всех свои возможности, свои реалии, и это нормально. Но именно если ты становишься предпринимателем, ты должен быть готовым идти, несмотря ни на что, вперед. Да, бывают калибровки, не всегда все получается, то, что изначально получится. Тебя ломает, падаешь, но ты встаешь и движешься вперед. И эта черта, она должна быть именно для предпринимателей в целом по миру, да, наверное. Ну и особенно в Казахстане. Это такая настойчивость.
Настойчивость, да? Настойчивость. Қазақстанда өзінің мүддесін жақсы қорғап жүрген, өзің мойындайтын 3 бизнесменді атап бере аласың ба? Или не үшін? Ну, мне повезло в этом плане. Я могу назвать, наверное, намного больше, как говорится, бизнесменов, с кем мне повезло работать совместно, да. Ну, допустим, да, и с вами мне очень интересно работать, да. Потом есть Алибек Наримбай, допустим, такой очень интересный парень. Работает в IT-сфере, сам строит различные технологические вещи, да, программное обеспечение готовит. И это, мне кажется, здорово, да, что такие люди есть в Казахстане. Это говорят, там, Силиконовая долина. Нет, это наши ребята, которые здесь у нас строят такие аппараты, которые выигрывают конкурсы, там, не знаю, в Сингапуре, насколько помню, он выигрывал и так далее. Потом есть очень уважаемый человек Ильяс Албекович. Он в автобизнесе работает. Очень человек порядочный по жизни. И вот он очень сосредоточен на работе, но при этом, если какие-то вопросы возникают, такие общего характера, он всегда готов помочь, подсказать. Очень человечный. Вот. Человечность в нем, не знаю, превыше всего, наверное. Вот. И, в общем, я очень глубоко уважаю этого человека. Есть такой Асан Жолдасов, да. Он вообще парень молодец. Он создал школу Пифагор, которая взращивает олимпиадников всевозможных. Он участвует в международных конкурсах. Около 600 олимпиадников он уже на текущий момент воспитал. 600 олимпиадников, а это на самом деле такая не очень большая школа, где готовят, ну, дополнительное образование, ну, для школьников. Мне кажется, это вообще здорово. И почему я очень верю и в молодежь, и в школьников. Вообще я считаю, что школа – это основа, фундамент. А он именно работает именно в этой сфере, он воспитывает именно ребят, которые рвут китайские эти, с Китая вот эти были соревнования приезжали, с Индии они их выигрывали. Представьте, миллиард, там и 19 миллионов, да? Насколько там выборы, как сказать, сильных математиков, школьников, да? И наши ребята выигрывают, и это как норма практически. Ну, конечно, не всегда все так, но практически не бывает, чтобы они не выиграли вообще ничего. На международных олимпиадах, престижных олимпиадах. Мне кажется, это здорово. Я вообще нереально горжусь, что у нас такие дети. И вот я прям очень неблагодарен, и, не знаю, и горжусь, что такие есть предприниматели, которые в этой сфере работают, которые умеют это делать. И, ну, не знаю, он вообще большой-большой молодец. Его школа вообще суперская. Причем таких школ становится все больше, конкуренция в этой сфере усиливается. Но в моем понимании все-таки основоположник всего этого дела именно вот Асан. И таких очень много. Тот же самый Рабек Анварович Баталов, да, он возглавляет форум предпринимателей, сам очень такой известный предприниматель в Казахстане. Почему он мне нравится, то, что он, как сказать, сам работает. Не делает такие квази-гос какой-то бизнес, да, там какие-то супероператоров каких-то не замутили, да, какой-то типа производства, да. Он реальный бизнесмен, который действительно просто старается что-то делать, причем он старается и бизнесу помогать, в том числе просто, ну, какая-то социальная ответственность его. Вот. Причем я четко понимаю, что у всех своя есть работа, и никто, еще раз отмечу, никто не обязан это делать. Нет такого, вот, имей совесть, иди туда, помогай. Да никто не обязан, это нормально, и не нужно никого это. Но есть люди, которые сами идут в это, и, ну, лично мне это очень нравится. Поэтому я очень верю в наших предпринимателей, в наших всех ребят. Уверен, что у нас большое будущее, у нас есть чем гордиться и до этого. И как бы там, кого бы ни ругали из глав государства, да, ну, кто во главе, да, вот, но большие преимущества есть. Но потенциал далеко не на 100% использован. Я бы сказал даже, не знаю, где-то в районе половины, наверное, да. Я верю именно в нас, да, в Казахстан, казахстанцев, казахов, ну, не только казахов, казахстанцев, да, в целом. И я лично считаю, что у нас очень талантливый народ, прям очень талантливый народ. И мы достойны чего-то большого. Но это возможно только если принцип чуть-чуть поменять изначально.
подходы к кадровой политике, подходы к общению, к диалогу, к выстраиванию слышащее и слушающее государства, повышение эффективности, подход к золотой середине, подход разумности, да, энергосбережения, вот, энергетических затрат. Да. Вот, когда мы все это будем менять, вот так вот, причем без каких-то резких скачков, да, быстро это, медленно, но каждый день. Вот, каждый день мы будем постепенно идти к этой цели. Я тогда уверен, что у нас все получится. Өмірде және бизнесте және заң бойынша басқаларға көмектескен жұмыстарында өзің ең жиі қолданатын, өзіңді алға бастырып отыратын негізгі принциптерің қандай? Принципы, ну снова же, для меня вот в человеческом плане порядочность, да, это вот внутренний такой принцип, да, оставаться всегда человеком порядочным, ну, во-первых, человечным, да, и порядочным человеком. В работе вот есть такое понятие, и вообще в любой деятельности, абсолютно в любой деятельности есть выражение «делай, что должно, случится, чем и суждено». Подход такой: просто пытайся вот что-то делать, вот что-то полезное делать. Каждый день что-то хорошее делать. Хоть мелочь, хоть крупную, по мере возможности. Не нужно быть героем, там, рубашку на себе рвать, там, на амбразуру лезть. Это все не обязательно. Просто делай что-то хорошее и правильное. И к чему-то это все хорошему приведет. Принцип золотой середины. Да, я всегда стараюсь не быть самым умным. Да. В любых работах я стараюсь всегда собрать коллективы какие-то, людей, которые в этой сфере ориентируются, которые имеют какое-то понимание. Да. Во-вторых, я уверен, когда у них единомышленники, чтобы они были, да, какие конечные цели. Все могут быть очень разные, у всех может принципиальные какие-то отличия быть между собой, но должны быть профессионалами, и конечная цель должен быть человек просто порядочный. У всех это по-разному проявляется, но все-таки так. И когда этих людей собираешь, все с друг другом начинают общаться, и всегда находится какое-то решение. Вот. А помочь к этому подойти, вот это я стараюсь по мере возможности уже, как сказать, организовать все это дело. Люди умные, особенно, очень часто конкурируют с друг другом, да, любят вот это. У нас это очень сильно в Казахстане развито. Вот. Я все-таки стараюсь именно создать более не отличия, а каких-то схожих моментов, собрать всех воедино, побеседовать с друг другом. Всегда находится какое-то разумное решение, и потом это решение просто планомерно продвигать. Снова же, без каких-то резких скачков, может быть, да, не как quick win, да, называется, быстрые победы. Не всегда это получается. Без радикализма. Да, без радикализма. И все-таки у меня вот подход такой. Есть некоторые быстрые вопросы, тоже есть, да, и здорово, когда их получается сделать. Но когда это мы все вот вместе собрались и поняли, что это правильно, и двигаемся. Если какое-то сомнение есть, лучше не делать. Вот. Когда сомнение, лучше все-таки подождать, подумать. Вот. Но когда уже определился, уверенность какая-то внутри есть, что это правильно, нужно как поезд вперед идти, ни на что не смотреть, как бы двигаться. Тимур, Қазақстан жалпы Евразиялық экономикалық одақта болса да, бірақ Қазақстанның ішіндегі машиналардың бағасы көрші мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда қымбат. Соңғы уақыттары утилизбормен айналысып жүрсің, осы бойынша кішкене ақпараттармен бөліссең. Қандай нәтиже болып жатыр? Да, сейчас действительно проблема такая есть, с которой, наверное, столкнулись почти все казахстанцы, кто здесь у нас проживает, относительно большой дороговизны тех автомобилей, которые сейчас здесь имеются, да, именно в продаже именно новых автосалонов. Как такой возможности завозить автомобили извне у казахстанцев нет. То есть, помните, раньше это было целая отрасль бизнеса, когда люди ездили за границу, привозили хорошие свежие машины сюда, в Казахстан, и каждый мог себе их позволить. Да? Тогда был огромный рост количества автомобилей в Казахстане, и с тем, что сейчас, это, конечно, несравнимо. Да? Некоторые ассоциации декларируют о том, что у нас огромный рост идет производство и реализация автомобилей таких. Это все звучит здорово с точки зрения статистики, да? Но вспомните, вот, что значит статистика, да? Вот, ну, вранье и статистика там где-то рядом, да, на самом деле. Как цифры положишь, так и они будут выглядеть. Принцип какой? На самом деле потенциал роста в Казахстане, он огромный по автомобилям. И то, что сейчас рынок предлагает, оно на самом деле не удовлетворяет потребности реальных потребителей именно в автомобилях. А автомобили — это как кровь, да, как сосуды.
да, для бизнеса, для развития экономики в целом. Чем больше автомобилей в Казахстане будет, тем более они будут активно двигаться, да, чем будут они более новее, качественнее, да, по высоким стандартам предоставляться, тем это будет в целом эффективнее для государства с точки зрения экономики. Что мы сейчас видим? Мы видим то, что, по сути дела, за счет приближенности к государству некоторые предприниматели, бизнесмены смогли организовать работу так, что любой казахстанец вынужден практически только у них покупать эти автомобили. За счет чего? За счет того, что ввели некий утилизационный сбор на автомобили, зарегулировали механизм ввоза автомобилей на территорию Казахстана через первичный сбор там, и так далее, и так далее. То есть все это сделано за счет чего? По большому счету за счет лоббирования интересов какой-то небольшой группы предпринимателей, которые очень обеспечены, очень крупные, и государство, получается, все рельсы перевернуло на эту сторону. Да, это здорово, что у нас машиностроение якобы должно развиваться. Это все должно быть. Я бы ничего не сказал, если бы оно так и действительно было. Но при этом, по факту, все эти производства – это псевдопроизводство. Да, что-то делается в некоторой степени, но далеко не так, как все это декларируется. На мой взгляд, любые производства нужно помогать. Это однозначно нужно помогать. Но у всего должен быть некий срок. Утилизационный сбор, к сожалению, ввели сколько? Уже лет 5 прошло, как с момента его введения. А что мы сейчас наблюдаем? Машины дорогие, многие их не могут позволить. Производство, которое должно уже вырасти к этому моменту, по факту оно генерирует там достаточно небольшое количество рабочих мест. Если налоговые поступления посмотреть от этих бизнесов, ну это вообще там, честно говоря, по сравнению с объемом вливаний, которые в эту сферу производства со стороны государства, объем субсидирования налогов и так далее, но это, честно говоря, достаточно смешные цифры. И если бы это было бы реальное производство, я был бы от начала и до конца за. То, что сейчас происходит, это, к сожалению, просто некое лоббирование интересов, и я однозначно против. Причем это лоббирование не просто в угоду бизнесу, это в ущерб обычным людям, это в ущерб обычным предпринимателям, это идет в ущерб целой отрасли, которая на текущий момент практически исчезла. Именно независимый автобизнес, который был раньше, он практически сейчас на корню исчез. Все это достаточно печально, я очень надеюсь, что это изменится. Плюс ко всему, что особенно пугает, что сейчас ввели утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Высокотехнологическую хозтехнику в Казахстане производить никто не будет, не планируется, и об этом никто и не говорит. Если будет производиться только небольшая линейка какая-то, теоретически может будет производиться. Снова же, нужно помогать тем, кто уже сейчас что-то делает, а не которые обещают что-то будет делать. Да? Какие-то потенциал изначально должен быть заложен. Если люди реализовывают то, что обещали, однозначно им нужно помогать. Но если идет это в ущерб всем другим, извините, это уже совершенно другой вопрос. По сельхозтехнике это на самом деле огромный откат будет назад. То, что ввели утилизационный сбор, однозначно это вред не только экономике и всевозможным псевдопроизводителям, якобы, да, которые приводят пользу. Это откат всей сельскохозяйственной отрасли в Казахстане. У нас везде трубят, что сельскохозяйственная продукция – это новая нефть Казахстана. О чем мы можем говорить? Для того, чтобы это стало нефтью, необходимо соответствующее оборудование, соответствующая техника. Без этой техники невозможно стать какую-то конкурентную продукцию выпускать. Сейчас это огромный откат назад. Что самое смешное, хотят ввести утилизационный сбор на кабельную продукцию. Кабель, у него отрицательная утилизационная стоимость, то есть никто на улице не лежит кабель. В принципе нет, он стоит денег, а при этом хотят ввести утилизационный сбор на кабель. Это смешно, это просто смешно. При этом это явное лоббирование интересов. Как это лоббирование было? Одним из руководителей комитетов той же самой Национальной палаты Атамекен был в недалеком будущем один человек, который по факту, в моем понимании, продвигал этот законопроект. Он по совместительству был владельцем завода по производству кабеля. То есть многие, понятно, откуда растут. Да? Сейчас на текущий момент даже в России уже отменили утилизационный сбор на кабель. В России отменили, а у нас ввели. Это маразм какой-то. Плюс ко всему, это большие торговые будут проблемы сейчас у Казахстана с точки зрения ЕС. Получается, у нас утилизбор есть на кабель, вводится сейчас, в России его нету. Это уже противоречит политике создания единого экономического сообщества. В связи с чем Союза. В связи с чем я полагаю, что это было однозначно неправильное решение, и сейчас еще не поздно его решить именно в правильном русле.
По автомобилям это все длинная тема. Сейчас как бы это отдельная история, да, но по сельхозтехнике это, не знаю, это вредительство полное. По кабелю это полный маразм, что сейчас пытаются сделать. Поэтому я полагаю, что это однозначно необходимо это как-то вопрос решить. Надеюсь, мы будем услышаны. Түсінікті утилизатормен қатар, және бір .com атты үлкен жобаны жақсы алға бастырып келе жатсың. Оны біз жұмысқа қолдандық. Әркімде ЕЦП болатын болса, ЕЦП арқылы ешқандай бір экспресс поштаны қолданбай-ақ өз кабинетінде барлық договорды немесе заявкаларды жүзеге асыруға болады. Ал жалпы негіз бұл өте жақсы жоба, өте керемет жоба. Ал мысалы өте жақсы нәтижеге жеткен ЕГАФ бар. Бірақ сіздердің осындай керемет жоба не үшін бір үлкен жетістік бере алмай жатыр? Себебі неде? Я против того, чтобы нам помогали. Вообще я рад, что такой вопрос задали. Да? Лично я занимаюсь этим проектом. Почему? Потому что я считаю, что это несет благо обществу, благо всем предпринимателям. То есть есть возможность узаконить взаимоотношения между различными клиентами и поставщиками за счет того, чтобы это были юридически оформленные отношения. Сколько у нас судов, сколько конфликтов и так далее, за счет того, что это юридически неправильно оформлено. Да, раньше были препоны по времени, по сложности, чтобы это все реализовать. Сейчас это элементарно просто сделать. То есть это 1-2 минуты времени, которые занимают за подписание документа с помощью электронных цифровых подписей, выпущенных государством на платформе .com, и сколько рисков это решает. То есть юридические риски все будут уже аннулированы таким образом. Я лично считаю, что огромная работа проведена со стороны государства, чтобы электронные цифровые подписи реализовали. Но при этом почему-то для меня не очень понятно, почему государство огромные ресурсы на это внесла, но сейчас не развивает дальше это огромную работу, довести нужно до логического конца. Необходимо популяризировать это понятие. Не только мне не нужна какая-то персональная помощь для проекта .com, но говорить о том, что это технически возможно, что это правильно и приводить в юридическую плоскость правильно, да, с точки зрения законодательства. На мой взгляд, это как раз первостепенная задача государства. Не нужно помогать, нужно просто проводить разъяснительную работу. Это, мне кажется, самое важное. Плюс ко всему, если вы говорите А, говорите и Б. Сейчас многие говорят, что необходимо развивать цифровые технологии и так далее. У нас есть готовый проект, который огромную проблему мог бы решить в Казахстане, да, сколько бумаги перестали бы тратиться на такие вещи, там расходы на курьеров, там и прочее. Не только экологическая обстановка с точки зрения расходных материалов, но и вопросы пандемии те же самые. То есть раньше, чтобы подписать документ, это физический контакт необходим был с курьером и так далее, и так далее. Физический контакт между партнерами, чтобы подписать, допустим, 100 документов, да, необходимо. А что сейчас? По факту, это, помощи в этом направлении нет. Допустим, по КСК. По КСК необходимо в соответствии с законодательством перевести с КСК на ОСИ, объединение собственников имущества. Это такой общий тренд такой идет. Я не говорю, что это хорошо, плохо, это должно быть. Вот сейчас по закону. При этом, снова же, для этого необходимо общие собрания проводить. Но законодательно запрещены общие собрания. Но они должны быть проведены. Как это выходить из этой ситуации? Наше технологическое решение позволяет подписывать протокол со 100 тысячами человек одномоментно в течение 2-3 минут. То есть 1000 подписей собрать за 2 минуты, это легко можно сделать на нашей платформе. Но при этом, снова уже, эта государственная задача поставлена, но она не до конца реализовывается. Почему? Потому что про это никто ничего не говорит. Ни в акиматах про это толком не слышат, ни в районах и так далее. Это наше технологическое решение легко масштабируемо по всему Казахстану в моменте. Да, уже сейчас все ресурсы у нас имеются, но у нас нет возможности просто добраться до Лисаковского, до Чу, до Тара, до, не знаю, таких отдаленных уголков. Да? У государства это есть возможность. Причем государству не нужно тратить деньги на это. Ему просто нужно сказать, что да, это возможно. Да, люди, переходите на такие цифровые носители. И это легко было бы реализуемо. Поэтому лично я считаю, что наш проект несет пользу для бизнеса, да, и пользу для государства в целом. И если будет именно такая информационная поддержка, было бы здорово, конечно. Түсінікті. Қазір утилизбор болсын, .com болсын, осымен қатар өте көптеген жобаларды жүзеге асырып жатсың, иә? Көптеген бизнесмендерге көмектесіп жатсың. Осыншама энергия, осыншама уақыт, иә? Жалпы қалай ұйымдастырасың уақытты? Жалпы және осыншама күш-қуат саған қайдан келді соңғы уақыттар? На самом деле, как я обычный человек, да? Мне очень нравится быть полезным.
да, меня очень воодушевляет, когда я встречаюсь с такими людьми разными, да, которым я могу помочь чем-то. Мне это вдохновляет, мне это дает энергию, возможность работать, сотрудничать. Когда человек верит во что-то, да, во что-то хорошее, да, тогда появляется и энергия, и ресурсы, и возможности. Я в это однозначно верю. Я вот неистребимый такой патриот, неистребимый оптимист, который верит в то, что если что-то стараться, что-то действительно хотеть, тогда все получится. И люди правильные находятся, и когда окружение правильное, тогда все легко становится. И мне очень повезло с моими коллегами, партнерами, друзьями, товарищами, которые меня окружают, которые на самом деле огромную работу проводят. Она не всегда афишируется, не всегда ее видно, но именно вот мое окружение, именно благодаря нему есть возможность все это реализовывать. Я уверен, что когда мы работаем коллективом, сообща, вот нет невозможных вопросов, нет невозможных каких-то проблем. Сені бұрын банкир ретінде, заңгер ретінде, бизнесмен ретінде танитынбыз. Соңғы уақыттары менің конкретно сұрағым. Не үшін именно бизнесмендерге соншалықты көмектесіп, соншалықты белсенді болып жатсың қоғамдық жұмыстарда? Бір соңғы уақыттар бір нәрсе әсер етті ма? Ну, я так понял, что жизнь такая скоротечная штука, и снова же это очень такое удачное стечение обстоятельств, собрался коллектив. Да, правильно у нас. То есть люди, на которых можно смело положиться. При этом вижу, что какие-то изменения происходят. Но у меня принцип очень простой. Если у меня есть возможность что-то делать, я стараюсь это делать. Да? Не просто там жаловаться, либо еще что-то делать. Если могу что-то делать, я просто беру это и делаю. Да? Поэтому особая благодарность тому, ну, конечно же, это коллектив. На самом деле, моя роль не такая прям значительная во всем этом деле. Моя задача просто собрать людей правильных, да, и как-то совместными усилиями выстроить какое-то правильное направление работы. Потом, на самом деле, это уже коллектив огромную работу проводит для того, чтобы что-то начинало реализоваться. Поэтому именно вот этот коллектив и дает мне силы. Почему именно сейчас? А почему не сейчас? Вот. Я вижу, что государство меняется, да, многие такие правильные вещи озвучивают со стороны государства. И если, допустим, я помогу, другие люди помогут, да, в какой-то части это все реализовывать, мне кажется, самое время сейчас для того, чтобы перемены такие были, самое время сейчас что-то делать, что-то пытаться, чтобы у нас здесь стало что-то лучше. Заңгер, бизнесмен ретінде өзің жас буындарға, жас бизнесмендерге қандай кеңесіңді бересің, қандай кеңесіңді бермейсің? Я не люблю давать советы на самом деле, да, но, наверное, такой базовый совет. Надо просто не опускать руки. Что ты считаешь правильным? Действуй. Просто старайся что-то делать. Что-то получится, что-то не получится. Но ты попытайся как минимум. Поэтому нужно стараться. Да, ты падаешь, что-то получилось, что-то не получится. Это нормально. Просто нужно понять, что ты имеешь право на ошибку. Это нормально, что ты ошибся. Это нормально, что ты что-то там как-то не получилось. Но при этом действуй дальше. Вот это упорство, настойчивость, труд, да, вот это вот старинная фраза, да, труд, терпение и труд все перетрут. А так и есть. Любое дело, какое я видел, которое я знаю, весь успех тех людей, которых я знаком, он всегда был очень простой. Это не какие-то супергении. Да, может, какая-то жилка есть, да? Но это именно люди настойчивые, терпеливые, сосредоточенные, которые просто что-то всегда делали и старались. Так не получится, по-другому пытались сделать. И я думаю, вот этот успех, который они достигают, он как раз-таки благодаря вот этим принципам, подходам к работе, ко всему. Так что просто говорю об этом и все. Я жастарға жаңа өзің айтқандай қателіктен қорықпа деп айтып отырсың. Осы өміріңде өзіңде біраз қателіктер болған шығар. Қателікке жалпы өзіңнің көзқарасың қалай? Өзің ең жақсы көретін қателігің немесе сәтсіздігің туралы кішкене бөлші. Я люблю, у меня много было ошибок, много было всяких сложностей, самые любимые, все нелюбимые, но, наверное, первый раз, когда я вообще начал заниматься некими какими-то проектами, да, изначально все не получилось, изначально все не пошло так, как нужно, но я продолжил, я просто старался дальше, и как бы вот это, мне кажется, самая такая большая неудача, самая первая моя неудача вот именно в этом направлении. И она мне о многом сказала. Да, не все получается, не все возможно продумать, но это не повод останавливаться.
И еще один момент, когда я ушел с банковской сферы, именно вот, и у меня карьера была в банковской сфере, успешная карьера. Я был там одним из самых молодых руководителей в сети вот, крупнейших банков Казахстана, которые на тот момент были. Был руководителем, региональным руководителем 2 одновременно банков, крупнейших на тот момент. Но это было круто, да. Но когда я оттуда ушел по каким-то определенным обстоятельствам, это для меня было такой очень интересный опыт. Это был стресс определенный, да. Но при этом он много мне правильные выводы заставил сделать, да, что как правильно нужно двигаться, куда нужно идти, что нужно на себя рассчитывать, что нельзя все яйца складывать в одну корзину, нужно делать то, что нравится, и развиваться нужно. Нужно прежде всего самому развиваться, ни на кого не рассчитывать. Өзіңді дамытатын қандай каналдар бар? Өзіңді алға бастырып отыратын? Ну, сейчас такое время, когда ты непрерывно учишься. Первое, это, наверное, люди, которые тебя окружают. То есть, когда ты общаешься с интересными людьми, во-первых, почему мне нравится, да, с интересными людьми общаться? Потому что я постоянно учусь от них. Вот, непрерывно учусь. Просто беседуешь, услышишь ход мыслей, ты непрерывно учишься. И это здорово. Это огромная помощь для развития. Потом, конечно же, книги всевозможные, да. Книги тоже очень интересные, много что можно подчеркнуть сейчас. С помощью того, что интернет есть, все доступно. В этом плане сейчас, конечно, совершенно такая ситуация, когда зависит все просто от желания. Хочешь учиться, учишься, и все. Это все очень легко сейчас. При этом в классическое образование сейчас, это такой специфический момент, конечно, а именно самообразование, это прежде всего, и сейчас это вполне возможно делать. Өзіңнің өміріңе әсер еткен, оң әсерін тигізген, ең жақсы көретін 3 кітабыңды атап бере аласың ба? Есть несколько книг, которые на меня прям произвели большое впечатление. Это одна книга, называется «Цель». Это механика кайдзен в этом направлении. Вообще я понял, что кайдзен, конечно, он применимый к предприятиям больше, но точно так же применимый ко всей жизни, вот, ко всему, к чему угодно. Да? Поэтому вот книжка «Цель». Потом «От хорошего к великому», вот от сеть компании, тоже очень интересная книга. Помимо светских книжек, да, это и Жюль Верн, и Конан Дойль, там, и так далее. Вот это тоже, конечно, я люблю. Наверное, меня вот сформировали все-таки больше эти книжки изначально. Да, и из художественной, это Дэн Браун, наверное, тоже очень интересная книга. Это больше 3, конечно, уже. Какие там числа именно. Очень тоже впечатлила, не в положительном смысле книга, это «О дивный новый мир». Страшная книга. Я не хочу в таком мире жить. О многом заставила задуматься. Тоже на меня произвело впечатление, и это, наверное, тоже как-то на меня повлияла эта книга. Очень такая острая книга, очень удобная книга, о многом заставляет задуматься. Но это тоже... Интересные аналогии наблюдаются в современном мире, и это книжка, которая написана порядка 100 лет назад. Өте керемет кітаптар, мен барлығын оқыдым, сен атаған кітаптарды. Негізі адамның өміріне, тіпті қазіргі Қазақстанның қоғамындағы бизнесмендерге өте керекті кітаптардың бірегейі деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ, жалпы өзің жиі қолданатын, жақсы көретін қандай мақал мәтелдерің бар? Самое любимое, которое чаще применяю, это, я, по-моему, в этом интервью тоже об этом говорил, несколько таких. Делай, что должно случиться, чем суждено. Просто старайся. Когда старайся, что-то да получится. Если даже не получится, это тоже бывает, но, по крайней мере, у тебя будет внутреннее ощущение, что ты сделал все, что возможно. Вот это. Потом, не знаю, золотая середина, это мақал мәтелдер, относится, не относится, но тоже подход такой ко всему. Вот эти вот несколько таких ключевых вещей, которые вот меня, наверное, по жизни вот устраивают. Все, что бы я ни делал, вокруг вот этих выражений и крутится. Келесі бір қызық сұрақ, егерде сенде сондай бір керемет үлкен билборд болатын болса, оны кез келген қалаға қоя алсаң, кез келген қалашыққа, ауыл, аудандарға қоя алсаң, оны бүкіл қазақстандық егер көре алатын болса, сол билбордқа қандай сөз не қандай сөйлем жазар едің?
Ну, может, то, что я в советского времени родился, да, вот там учиться, на мой взгляд, это очень важно, да, образование. А следующий момент – это не просто учиться, а еще и действуй. Действуй, верь, старайся. Вот такие вот, может, как слоганы звучат, да, но вокруг них все крутится. Учиться, это вот однозначно, но действуй, старайся, трудись. Вот так вот. Когда ты что-то делаешь, снова же, это всегда вот одно и то же. Что-то нужно всегда делать. Наверное, что-то подобное. Бүгінгі, дәл қазіргі Тимур өзінің 10 жылдық алдындағы Тимурға қандай кеңес беретін еді? Не айтар еді? Работай дальше, все будет хорошо. Ең қиын жағдайда, ауыртпашылық күндерде өзіңе қандай сұрақ қоясың? Не істейсің? Не терять надежду. Я очень светский человек, но, наверное, все-таки очень верующий человек. Поэтому я очень так всегда надо правильно настроиться, положительно. И не останавливаться, стараться, вот, вериться в что-то хорошее, но при этом делать все, что от тебя зависит, на что-то повлияет. Соңғы уақытта өзіңді алға бастырып жүрген қандай әдетің, қандай қызығушылығың, қандай сенімдерің бар? Я вот неистребимый оптимист, я всегда верю в что-то хорошее, и вот меня всегда толкает это вперед. И я очень упертый. Вот это черта характера такая, привычка, наверное, даже, да. Если что-то возьмусь, мне очень тяжело остановиться. Вот я долблю, и вот это, вот у меня есть такая мания какая-то. Если на что-то прям сосредоточусь, мне очень тяжело от этого отойти, пока я что-то не доделаю. У меня прям это прям внутри все. Это тяжело прям мне от этого уйти. Вот это вот есть у меня. Егер сен саясатқа баратын болсаң, саясат сенің құбылысыңды өзгерте ме? Ну, все мы люди, да, и политика штука непростая, да. Почему я, собственно, от нее дистанцируюсь? Потому что она для меня сейчас непонятна. Вот что там происходит. Но, с другой стороны, есть четкое понимание. Если ты не занимаешь политикой, то политика займется тобой. Это я тоже чувствую, это я тоже понимаю, осознаю. Поэтому конкретно сейчас, наверное, у меня еще хорошо, да, повезло мне, что у меня нет такой острой необходимости такими вещами заниматься. У меня есть своя сфера, которая, я считаю, очень сильно может помочь. Это именно сфера предпринимательства, где я могу быть полезным, где я стараюсь по мере возможности что-то развивать. Поэтому я сейчас конкретно сосредоточен на этом вопросе. И как бы в этом направлении хорошо, что у меня нет необходимости сейчас двигаться. При этом понимаю, что политика – дело непростое. Не зря все так не любят политиков. Поэтому это наверняка там все не так просто. Но я все-таки в душе больше адвокат. Я не хочу никого судить. И пока, в общем, меня все устраивает то направление деятельности, чем я занимаюсь. Я считаю, что оно полезное, что оно нужное. И как бы несколько дистанцируюсь от этих вопросов. Потому что политики, ну, красные, белые, разные, да, есть сейчас. Для меня это... Если человек будет адекватен, если он будет делать правильные вещи, он будет называться, не знаю, коммунистом, там, нуротановцем, либо еще кем-то. Если это будет человек правильный, если он будет правильные вещи делать, какая мне разница, как он называется, да? Поэтому у меня подход чуть в этом плане вот такой вот, да, то, что от людей зависит, вот, от их вот личных человеческих каких-то качеств, да. Если это правильные люди на правильных местах, тогда как бы он там ни назывался, да, это только здорово, я бы таким людям только всем, чем можно бы помог. Керемет. Уақыт бөлгеніңе және барлық сұрақтарға шын пейілмен жауап бергеніңе рахмет. Рахмет. Было здорово, было очень интересно. Классно. Рахмет, ребят. Спасибо. Спасибо. Да.